Первый заместитель Меджлиса Нариман Джилял подал апелляцию на запрет Меджлиса. Решение должен принять Верховный суд России. Джилял утверждает, что Меджлис не является общественной организацией, поэтому Крымский суд не имел права рассматривать дело о его деятельности. 13 апреля российская прокурор Крыма Наталья Поклонская приняла решение о прекращении деятельности Меджлиса крымских татар. Минюст России 18 апреля добавил Меджлис крымско-татарского народа в перечень организаций, деятельность которых приостановлена из-за экстремизма. 26 апреля Верховный суд оккупированного Крыма запретил Меджлис крымско-татарского народа. В основном мы говорили о тех же аргументах, что Меджлис не является общественным объединением и, соответственно, не может быть ответчиком по иску прокуратуры Крыма. Во-первых, мы говорили о том, что Верховный суд Крыма абсолютно не по праву проводил судебный процесс, так как Меджлис, если и признавать неким общественным объединением, как это требует прокуратура, то является международным общественным объединением, а соответственно суд, который должен был рассматривать вопрос о запрете Меджлиса, это Верховный суд Российской Федерации, а не Верховный суд Крыма. Ну, кроме того, мы говорим о недоказанности многих фактов, которые изложены в иски, например, недоказанность фактов осуществления экстремистской деятельности, проведения несанкционированных мероприятий, причастности Меджлиса к энергоблокаде и многие-многие подобные вещи, которые мы считаем основными в плане абсолютно безосновательности, незаконности принятого по нам по запрету Меджлиса решения Верховным судом Крыма.